Слово предоставляется уполномоченному представителю крымско-татарской организации Мили Фирка Челханову Танаю. Мира, милости и благословения Всевышнего. Хвала Всевышнему Богу, Господу миров. Пусть Он поддержит нас в наших начинаниях и пусть поможет жителям Юго-Востока Украины. В Крыму и на Юго-Востоке произошло чудо. Мы видим, как одно сердце разбудило десятки, а десятки сердец подняли тысячи. Мы видим, каким образом навязывают демократические ценности жителям Юго-Востока. Их приносят на броне танков, на броне БТРов, в бутылках с напалмом. Там жгут людей и уничтожают их. Но человеческая воля там оказывается сильнее огня напалма и сильнее танков. Безоружные люди выходят и останавливают бронетранспортеры, и останавливают своими телами пули этих вооруженных людей, и те в позоре бегут от них. Каждый должен понять, что сейчас была совершена агрессия, как всегда, без объявления войны на человечество напали фашисты. Это их излюбленный прием, без объявления войны нападать на человечество и воевать против человечности. Я безмерно рад, что здесь в данный момент собрались татары и славяне, плечом к плечу разные национальности Крыма, и все стоят в поддержку даже не братьев и сестер с Юго-Востока, а в поддержку порядка, в поддержку веры в будущее против сил хаоса. Мы также должны понимать, что и здесь на местах все далеко не закончено. Татар пытаются разделить со славянами и с русскими. Татар пытаются разбить внутри, но мы этого не допустим. Никто из нас этого не допустит. Межнациональная рознь – это оружие нашего врага. Что же касается Юго-Востока, то и наша поддержка, и процессы, которые сейчас идут внутри, говорят о том, что Украины как государства больше не существует, а новая киевская власть – это просто банда преступников, которые объявили войну всему народу, своему собственному народу, но это уже не их народ. Я думаю, что пройдет какое-то время, и им придется умолять Россию ввести туда войска для того, чтобы навести порядок. Потому что регулярная армия хотя бы обеспечит им более-менее справедливый суд. Это будет нормальный трибунал. Но если сейчас поднимется народ, то для этих зверей в человеческом облике уже не будет никакой пощады и прощения. Я еще раз благодарю всех за поддержку наших братьев и сестер на Юго-Востоке, которые сейчас фактически поднимают флаг разума, флаг доблести у наших ближайших соседей. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы сегодня здесь собрались в поддержку Юго-Востока. Юго-Восток и Крым, братья, ведь правда? Также я хочу вам напомнить, что общественные организации Крыма проводят сбор средств на медикаменты в поддержку Юго-Востока. Также проводится сбор подписей на установку памятного знака погибшим на Юго-Востоке. Сбор проводится возле Красной палатки. А сейчас я хочу пригласить сюда председателя общественной организации «Жизнь в твоих руках» Горелкину Екатерину. Всем здравствуйте. Я такой же житель города Симферополя, крымчанка, как и все вы. Я родилась в Симферополе, и, если честно, вот в последнее время до меня до сих пор не доходит, что такое может происходить, то, что сейчас происходит на Юго-Востоке, то, что произошло в Одессе, Луганске, Донецке, то, что гибнут люди в наше, вроде бы, казалось бы, мирное время.
я никогда не могла бы подумать, что под вот этими лозунгами демократии у нас начнут убивать людей. И я думаю, в принципе, каждый из вас чувствует то же самое. И знаете, вот каждый вечер, я думаю, когда мы ложимся сейчас все спать, крымчане, и я думаю, все жители Украины, Юго-Востока, чем мы можем помочь? Мы можем вот только молиться. Вот я вот делаю за мир на Юго-Востоке, в Украине, в Крыму. И в принципе, вот как сказал предыдущий выступающий, мне тревожно до сих пор, несмотря на то, что у нас мирное небо над головой в Крыму, мне тревожно, потому что есть силы в Крыму, которые пытаются разъединить крымчан. И мы все должны понимать, что мы много лет живем в мире, что у нас многонациональный Крым, у нас больше 51 национальности, и мы должны жить в мире. И те лидеры, которые призывают людей и сталкивают лбами по цвету кожи, по разрезу глаз, по языку, они должны все уйти в прошлое. И я вот знаю, что сейчас здесь присутствует представитель общественной организации «Милифирка» Басми Абдураимов. И я хотела бы поддержать именно этого лидера крымских татар, потому что он как раз-таки выступает за мир и за единение всех народов в Крыму и не устраивает вот этот вот разброд и сумятицу. И, ну вот, все, что я бы хотела сказать. Спасибо. А сейчас я хочу пригласить председателя Всероссийской организации в Крыму «Новая Евразия» Багаева Сергея. Здравствуйте, уважаемые друзья. Вот и настал час, которого мы все боялись. Именно тогда, когда мы росли на патриотических чувствах, на фильмах о войне, мы не могли даже догадаться, что такое война, потому что мы еще не ощущали. Но вдруг мы резко повзрослели, причем все. И когда я смотрю телевизор и вижу, что маленькие дети на Юге-Востоке держат плакат с просьбой не убивать, хочется спросить, что происходит? Как мы допустили это? Кто виноват, мы знаем прекрасно и видим. Я хочу, чтобы Юго-Восток знал, что сердце каждого крымчанина вместе с ними. Мы физически, политически не можем сейчас все собраться. Каждый готов поехать и помочь, отдать жизнь, не задумываясь, за мир. Потому что этот мир наши деды взяли. Они победили, и их победа будет всегда, и наше знамя будет всегда развиваться. Потому что с нами правда, прежде всего. Уважаемые симферопольцы, я просто уверен, что мы победим в любом случае, потому что на нашей стороне правда. Нам сейчас нужно как можно больше еще сплотиться. Враг не дремлет. Эта коричневая сволочь только и мечтает, чтобы сделать гадость. Но голубь мира, который на нашей стороне, я думаю, что прилетит в любую точку мира и осветит добром. Мы обращаемся к жителям Юго-Востока. Сегодня огромный день, очень важный день. Люди, как и у нас в Крыму, занимали с утра очередь, чтобы попасть и отдать свой голос. Сейчас им там нелегко. Но с нами Бог и с нами правда. Юго-Восток, Крым с тобой. Слава Юго-Востоку! Слава нашим братьям! Слава великой России! Слава Путину!